Улица Шоссейная – одна из центральных в селении. Она соединяет два города – Карбулак и Сунджу. Но, несмотря на это, в районе новостроек не было линии водопровода. С одной стороны улицы вода у жителей шла, а вот тем, кто живет напротив, приходилось заполнять колодцы. Дауд Пошев здесь живет уже несколько лет. Без воды мучается столько же, как и его соседи. Местные власти по поручению главы региона прокладывают новый водопровод. قد هنده غدا است قد غدا هواخش مشکی خی خوش دیک ملی تا یو چن خی دوچ دوست دینش دک دوچ دادو هل خی حنو خدو ملاك شو ملا دو مش خو ده بس هو ده رياس خلق وحكي مشت ومحكا دوغلج болчаря. Именно столько необходимо для обеспечения этого участка питьевой водой. А самое главное, новые трубы будут не железные, как раньше, а полимерные, которые смогут выдержать давление в 10 атмосфер и прослужить как минимум 60 лет. В отличие от металлических, они не подвержены коррозии, не будет и химического воздействия с водой. Ну и рабочие делятся, что с полимером работать намного легче. Они уже приступили к прокладке труб. Мы траншеи выкопали, отчили трубы, подушки бя. Запаять полностью, плед и полностью, потом положим подушки бя. А вот на улице Калиматова жителям на новый заменили ветхий водопровод. Работы уже выполнены. Вода под давлением без препятствий и без угроз порыва поступает в дома жителей. Кстати, порыв здесь был частым явлением. Стенки металлических труб практически разъелись, а вся примесь после коррозии очень сильно влияла на качество воды. Да, мешки постоянно промежуток 10 метров, 50-60. Теперь легко струбил, что обал, а шабар, шара, предел, их крин. Ханзли, хи, адуах, газ, хос, хачилади, ханза, парготу, я хук. В летний сезон практически вся республика страдает от дефицита питьевой воды. Власти региона уделяют проблеме особое внимание и решают ее постепенно. Троицкое не исключение, хотя по сравнению с другими населенными пунктами республики здесь ситуация более стабильная. Дефицит поступаемой воды составляет около 15%. Только в новостройках не проложена линия водопровода, плюс ветхие трубы, которые уже давно исчерпали свой ресурс. План для решения проблемы есть, и его планируют реализовать в ближайшее время. По программе по линии Минсельхоза, там в новостройках на будущем 2024 год у нас есть определенные планы, чтобы проложить там водопроводы, установить резервуары, если получится, и скважины там пробурить. Хотя там сегодня строится школа на 540 мест, там уже для себя пробурили скважину. Хотя я думал, что на этой территории, что там воды нет, оказывается, там вода есть. Есть такая возможность пробурить скважины. Я думаю, вопросы будут решены в ближайшее время, в ближайшие года. Также заменили водопровод по Мостовой, в планах поменять 520 метров по Мальцагово и по 800 метров труб на улицах Горчханова и Морзиева. Всего в этом году в селении модернизировали 4200 метров водопровода. Замену проводили там, где часто прорывало трубы. Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.